Савва Козловский, князь, первый воевода Саранска. Саранск – столица Мордовии. Как и любой город России, Саранск имеет свою историю. В 1641 году, согласно царскому указу Михаила Федоровича Романова, в живописном месте на холме среди пойменных лугов и густых лесов было построено оборонительное сооружение в виде крепости. Крепость имела квадратную форму с мощными дубовыми стенами. По ее углам возвышались башни, из которых в случае нападения велась пушечная стрельба. Внутри размещались служебные избы, оружейные амбары, конюшни, небольшие деревянные церкви. Снаружи крепость опоясывали ров и земляной вал. В современном городе об этом событии свидетельствует установленный на фонтанном спуске памятный знак с надписью. На этом месте в 1641 году была основана крепость Саранск на юго-восточных рубежах Московского государства. Основателем Саранской крепости был Савва Козловский, воевода из рода смоленских князей, который был послан в мордовские края по указу царя. Как истинный военачальник, он прибыл на службу верхом на лошади, в кольчуге, в сопровождении 200 бравых товарищей. До современников дошли очень скупые сведения о жизни первого градостроителя. Принято считать, что основатель Саранска был зрелым мужчиной, умудренным в государственных и военных делах. Писатель Геннадий Балабаев в книге «Острожок на Саранке» представляет его высоким, статным, немногословным, уже седым человеком с фиолетовым шрамом от левого глаза к пышному лихому усу. Неизвестно, сколько лет Козловский управлял Саранском, но документы свидетельствуют, что за годы правления воеводой крепость из оборонительного сооружения превратилась в административный центр крупного уезда. Здесь начали развиваться мелкие кустарные, кожевенные, маслобойные предприятия. О дальнейшей судьбе первого градостроителя история умалчивает. Известно лишь, что в старости Савва Козловский жил при царском дворе Петра I в невысоком чине стряпчего, а стены его Саранской крепости простояли более 100 лет. Древний Саранск нашел отражение в историко-документальных материалах известного краеведа Ивана Дмитриевича Воронина, в рассказах и очерках Валерия Юрченкова, Сергея Бахмустова и других краеведов.